Злой и бородатый Карабас-Барабас, кажется, уже не наводит такой ужас, а наоборот веселит детей. С первых минут герой очаровывает маленьких гостей. На сцене в роли злого директора кукольного театра, как по иронии судьбы, Муртаз Азиев, он же директор студии «Бар». Сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» русского классика Алексея Толстого скоро исполнится почти 90 лет. На этой поучительной и доброй истории выросло целых 3 поколения, но ценности и юмор остаются актуальны и в 21 веке. Только в этой версии Папа Карло, Карабас-Барабас, Мальвина и Пьеро заговорили и даже запели на ингушском языке. Студия театра и кино «Берт» начала свою творческую работу в 2008 году. В труппе народные артисты и любимцы ингушского зрителя – Муртаз Азиев, Ахмед Евлоев, Адам Бузуртанов, Эсет Сусуркиева. Особой популярностью артисты стали пользоваться после выхода первых выпусков юмористической программы «ЗОГ». Сегодня в арсенале труппы не так много детских постановок, но, судя по реакции зала, премьера проходит блестяще. Да и вряд ли где-то еще найдется такой харизматичный кот Базилио. Талант не купишь, а вот на костюмы, декорации и сценическое оборудование нужен приличный бюджет. Партия «Единая Россия» запустила в этом году проект «Театры малых городов», в рамках которого 4 ингушским театрам выделено более 20 миллионов рублей. Надеюсь, что и в следующем году все наши творческие коллективы примут участие и подадут свои заявки. И в следующем году мы получим дополнительное финансирование в рамках этого проекта. И наши маленькие зрители смогут увидеть много постановок, много спектаклей. Проект будет реализовываться по всей стране ближайшие 5 лет, с 2017 по 2022. На ингушский язык сказку перевел режиссер студии Руслан Зангиев. Главная цель премьеры – популяризировать родной язык. Ведь, как выясняется, лингвистический вопрос среди ингушских школьников остается открытым. В основном я понимаю легкие фразы, когда Карабас-Барабас приказывает что-то кому-то. А так, главное, что я сюжет знаю на русском. Я не привыкла смотреть спектакли на ингушском языке, но так смысл поняла. Карабасе, Барабасе и Буратино. Над постановкой работал режиссер студии, народный артист Ингушетии Мурат Галаев. Первый спектакль должен был состояться в ноябре, но из-за отсутствия помещения для репетиций премьеру пришлось отложить. Решили немножко по классическому варианту пойти. И самое основное – это, конечно, музыкальная часть. Это песни, детям это всегда интересно, весело. Очень тепло встретили зрители маленькие, самый добрый, конечно. Акция благотворительная. Бесплатные приглашения отправили и особенным детям. Ведь мир доброй сказки открыт каждому, и каждый находит в ней волшебство. До Нового года остается меньше недели, а потому актеры твердо решили, что с гостями обязательно должны встретиться и поиграть Дед Мороз со Снегурочкой. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.